Молодой человек, остановитесь, пожалуйста. Старший лейтенант полиции Васильченко. Находимся при исполнении служебных обязанностей. Осуществляем профилактические мероприятия по поводу проверки велосипедов и профилактируем также кражи велосипедов. Вот так ежедневно сотрудники полиции выходят на проверку велосипедистов. Выясняют личные данные гражданина и серийный номер транспорта. Если велосипед не зарегистрирован, его тут же заносят в базу. Проверка занимает всего несколько минут. Значит, желаю вам всего хорошего, берегите свое имущество. Раз этот велосипед и правда принадлежит молодому человеку, его можно отпустить. И такие проверки иногда действительно дают результат. Например, 5 июля в ходе рейда раскрыта кража велосипеда стоимостью 50 тысяч рублей. На наводящие вопросы, где он приобрел данный велосипед, значит, мужчина стал нервничать, путаться и сказал, что он приобрел данный велосипед год назад в магазине «Спорттовары». Даже в то же время он предоставил справку об освобождении, о том, что он отбывал наказание в местах лишения свободы и вышел из мест лишения свободы буквально сутки до нашей проверки. То есть, соответственно, возник логичный вопрос. Как он мог этот велосипед купить, если он 12 лет находился в местах заключения? Обычно предметом интереса похитителей становятся велосипеды, не оборудованные противоугонными устройствами. 15 из похищенных находились в свободном доступе для злоумышленников. В первую очередь речь идет о подъездах жилых домов. Многим из потерпевших не помогли даже тросы, похитители перекусывали их бытовыми инструментами. Для того, чтобы в подъезде хранить, можно использовать цепи, как магазинские. Они идут каленые, с хорошими замками, и такую цепь уже просто так не перекусить. Ни кусачками, ничем, нужно специальное уже устройство. Либо можно также в хозяйственном магазине приобрести цепь, хорошую, надежную, крепкий замок, и оставлять таким способом, приковывая, но снимая опять же сиденье и все аксессуары, которые очень легко снимаются. Но даже хороший велозамок не дает стопроцентной страховки от действий злоумышленников. Многие похищения происходят как следствие халатности владельцев. Водители либо забывают пристегнуть своих двухколесных коней, либо вовсе не могут вспомнить, где их оставили. Бывает и такое. Как только вы купили себе новый двухколесный транспорт, необходимо сделать несколько фотографий. Первая из них – это селфи с вашим велосипедом. На втором же фото должен быть серийный номер, который располагается вот здесь, под рамой. Все это будет являться одним из доказательств принадлежности данного велосипеда именно вам. Не будет лишним нанесение на корпус транспорта особых примет. Подойдут наклейки или рисунки. От угона не уберегут, зато из толпы выделят. Ну и, конечно, не стоит оставлять свою собственность без присмотра. Лучше хранить велосипед на балконе или в гараже. В общем, подальше от ловких рук злоумышленников. Иван Дмитренко, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.